Таджикистан обвинил Кыргызстан в атаке мечети в селе Овчекалыча Бабаджон Гафуровского района с использованием беспилотника, в результате которого погибли свыше 10 человек. Кыргызская сторона не отреагировала на это обвинение. Число погибших кыргызстанцев в результате вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном возросло с 59 до 62. Об этом 24 сентября сообщило Министерство здравоохранения. Министерство иностранных дел Таджикистана сообщило о 41 жертве приграничного конфликта Радио Азоди, опираясь на данные собственных источников, родственников погибших. Информацию в соцсетях и данные местных органов власти составила список 70 погибших таджикистанцев. Список неофициальный и еще не окончательный. Обе стороны сообщают, что среди погибших есть дети. 14-17 сентября между военными Кыргызстана и Таджикистана произошло масштабное столкновение. В результате обстрелов частично или полностью разрушены сотни объектов дома, соцучреждения и военные объекты. 19 сентября стало известно, что по итогам переговоров Кыргызстан и Таджикистан подписали мирный протокол по урегулированию вооруженного конфликта на приграничных территориях, предусматривающий полное прекращение боевых действий и отвод войск. В 4 раза меньше, чем с Афганистаном, Кыргызстан почти прекратил торговлю с Таджикистаном. За 7 месяцев 2022 года товарооборот Кыргызстана с Таджикистаном составил всего $3,2 миллиона за год. Взаимный товарооборот упал в 7 раз. Обострение отношений в последние годы привело к тому, что соседние государства с общим рынком 16 миллионов человек почти прекратили торгово-экономические отношения. Больше всего страдают приграничные регионы двух стран, некогда имевшие тесные торговые связи. Кыргызстан получал хлопчатобумажную пряжу, овощи и фрукты, поставляя взамен стройматериалы и товары народного потребления. Вернуть былую торговлю, по крайней мере в обозримом будущем, кажется нереальным. Приграничные стычки уже перерастают в крупные вооруженные столкновения с десятками жертв, а отношения между странами за последние десятилетия достигли своей низшей точки. Осталась только контрабанда. Еще в 2019 году объем товарооборота между Кыргызстаном и Таджикистаном составлял $67,7 миллиона. В 2020 году из-за пандемии он сократился вдвое до $37,2 миллиона. В 2021 году, после апрельских столкновений, Бишкек в одностороннем порядке закрыл границы до решения всех вопросов, а объем торговли составил $27,9 миллиона. В январе-июле 2022 года показатель упал до $3,2 миллиона, это в 4 раза меньше объема товарооборота Кыргызстана с Афганистаном, с которым, казалось бы, вообще нет никаких торговых отношений. Я не знаю, каким образом ведется официальная торговля, но нам полностью запретили экспортировать товары, даже транзитом через Узбекистан. Осталась разве что контрабанда, она все еще продолжается, говорит предприниматель Жиргалбек, поставлявший на таджикский рынок курятину. КНУ Кыргызстана признает продолжающуюся контрабанду, периодически публикуя фотографии задержанных, а депутат парламента Адахан Мадумаров ранее заявил, что сотрудники спецслужбы сами покрывают контрабандистов, из-за чего глава комитета Камчебек Ташиев даже пригрозил посадить его. Наличие контрабанды не скрывает и президент Садыр Жапаров. Контрабанда побеждена на 90%, говорил он в июне, комментируя перепалку депутата с главой КНУ. Контрабанда КСМ под видом сена, Ваткенская область. 3 марта 2021 года. Основной контрабандный товар КСМ, который Кыргызстан получает из России, в Таджикистане же самые высокие в Центральной Азии цены на бензин и дизельное топливо. Закрытие границ между Кыргызстаном и Таджикистаном в свою пользу обернул граничащий с обеими странами Узбекистан. Большую часть кыргызских поставок в Таджикистан составлял реэкспорт китайских и российских товаров, которые перехватили узбекские предприниматели. Даже продукция кыргызстанского производства теперь поставляется транзитом через Узбекистан, подтверждает глава таможенной службы Таджикистана Хуршид Каримзада. Минимальные объемы торговли – это поставки, которые кыргызстанским предпринимателям удалось сохранить даже в условиях закрытых границ. Торговля между Кыргызстаном и Таджикистаном стала вестись через Узбекистан и его пограничные переходы. Она сократилась до совсем уже мизерных значений, но не ушла в ноль, поясняет кыргызстанский экономист Исен Азамов. Основными статьями кыргызстанского экспорта в Таджикистан в прошлом году были нефтепродукты, пластмассовая тара, стекло, вакцины и лесоматериалы, товары, от импорта которых целиком зависит сам Кыргызстан. Отношения на дне.
Наиболее тесные торговые связи традиционно велись между Баткенской областью Кыргызстана и Сагдийской областью Таджикистана. Вооруженные столкновения свели на нет приграничную деловую активность, от чего страдают обе стороны. Сокращение приграничной торговли вызывает обеспокоенность, так как несколько сельскохозяйственных районов на севере Таджикистана зарабатывают на жизнь продажей своего урожая. Конфликты не в интересах какой-либо страны, не в интересах Таджикистана, ни Кыргызстана, говорил в начале года начальник Сагдийского таможенного управления Бахрам Исматулазода.